Выборы этого года отличаются от предыдущих следующим. Первое. Небывалая, жесткая, непримиримая конкуренция между партиями. Если раньше такая конкуренция проходила по линии оппозиция и провластные, сегодня провластные партии тоже поделились на непримиримые группировки. Оппозиция тоже конкурирует между собой. Вот это, я считаю, главной отличительной чертой этих выборов. И следовательно, и в результате проведенных реформ избирательной системы голос каждого избирателя в буквальном смысле стал на вес золота. То есть и все охотятся за голосом избирателей. Кто как может. Но, к сожалению, некоторые действуют вопреки закону. Это кто? Кто угрожает так называемый административный ресурс? Если не так проголосуешь, тебя уволят. Если не так проголосуешь, у тебя будут проблемы в бизнесе. Криминальные ресурсы используются. Они в буквальном смысле угрожают отдельным категориям людей. И финансовый ресурс как никогда востребован. Поскольку, к сожалению, средний уровень политической культуры наших избирателей не поспевает за изменением законодательства, политических реформ. Встречаются такие, которые готовы продать свой голос за определенную сумму. Но я считаю, это переходной, это признак переходного этапа, это детская болезнь роста. Я думаю, что от выбора к выбору будут совершенствоваться не только законодательство, но и средний уровень культурный, политической культуры избиратель тоже будет расти. Избиратель станет ответственным. Главное, конечное требование политических реформ – формирование нового избирателя. Ответственного, грамотного и независимого. А вот с учетом того, что по форме 2 голосует около полумиллиона человек, вы верите в то, что выборы пройдут прозрачными и результаты будут честными? Но, к сожалению, те негативные действия сделали свое дело. Участие избирателей деформировано. Выбор под воздействием финансовых факторов, административных и других факторов.